Боец спецназа ГРУ Василий Галуза провел в зоне специальной военной операции больше 2 лет. Когда только начались боевые действия, он понимал, что Родина его позовет. Все-таки за спиной был опыт срочной службы в воздушно-десантных войсках. Он был готов к тому, что в любой день в дверь постучит сотрудник военкомата и вручит повестку. Но судьба сложилась так, что Василий сам пришел в военкомат с требованием направить его в войска. Получается, позвонила мама, папа, братьев мобилизовала, все, ну, там, я говорю, ладно, хорошо, там, промолчал, все. Жена тогда вторую ждала, ну, мы ждали второго ребенка, вторую дочку, получается. Все. Она такая, ты никуда не пойдешь? Я говорю, я никуда не спешу, а хотя уже для себя выбор сделал, что я в любом случае пойду за ними, потому что ждал повестки. Повестки-то не было, хотя у меня за спиной, получается, ВДВ, ну, я срочку в воздушных войск служил, тоже подготовлен, думаю, почему нету. Ну, и что-то якобы на работу поехал, а сам в это время зашел в военкомат, ну, показал военный билет, все, там, дайте мне, пожалуйста. Типа, ваше время еще не пришло, сказали, там, волны же были, первая волна, типа, вторая волна мобилизации, ну, типа, жди его. А мне, по годам я должен был на третью мобилизацию, ну, третья волна мобилизации. А не стал ждать, говорю, давайте тогда контракт подпишу. Ну, договорился с частью, куда одного из моих братьев, получается, отправили. Это 14-я бригада, вот, ну, специального назначения, получается. Вот, и туда. Только мы в разных отрядах с ним получилось. Так, все, я туда пошел, за ними сразу же пошел. Много парней, просто, с которыми я служил срочную, по контракту служили вот в этой бригаде, в которой я на специальной военной операции был. Делали отношения, получается, служивцы, все. И вот так я попал в эту бригаду. От супруги свое решение Василий скрывал до последнего. Пара ждала рождения второй дочки, поэтому он не хотел лишний раз волновать жену. Жена узнала, когда я подписал уже, получается, ну, если честно сказать, она уже в роддом поехала. Ну, я не стал ничего говорить, когда она родила, тогда я уже сказал, что через пару дней я уезжаю. Ну, как раз у меня по срокам было в этот день, когда я забрал ребенка, получается, дочку, и получается, поехал. Вот. Ну, приняла твое решение, сказал, все. Во-первых, сперва, зачем ты это сделал? Ну, сейчас оставляешь меня, ну, одну с 2 детьми, все, а в итоге, ладно, говорит, твое решение, все. Поддержала, в общем. Василий улетел в расположение части, оттуда отправился за ленточку. Там его уже ждали боевые товарищи. Все молодцы, все хорошо приняли. Потому что я попал, во-первых, в подразделение, где много с Якутии было. Земляков очень много было. Именно в моей роте, где вот я служил, 7-я рота, очень много земляков. Ну, как, у нас же сплоченность, все друг друга. Кто-то с Житая, кто-то там с Кангалас, кто-то там, ну, со всей республики. Сразу же, хоп, костяк свой образовался. Все, нормально приняли. Так в кругу земляков начались боевые будни. У спецназа Главного разведывательного управления на специальной военной операции было множество задач. О большинстве из них Василий не может рассказать. Обходится общими словами. Наблюдение. Цель, ну, доклад и поражение цели, все. Вот, допустим, наблюдаешь, на опорном пункте у нас свои пункты есть наблюдения, а там наблюдаешь, получается, допустим, увидел склад боеприпасов, сообщил координаты, разнесло все. За время участия в специальной военной операции Василий на себе почувствовал, насколько стремительно менялись методы ведения боевых действий. Первые месяцы это были стрелковые бои. Все очевидно. С одной стороны свои, с той противник. У каждого автомат. Главное не теряться, потому что если не ты, то тебя могут сделать. Ну, как бы, если не ты, то тебя убьют просто и все. Слаженность, сплоченность, вот это все помогло тоже жестко. Там, когда в окопы заходишь, ну, вот это все. Хоп-хоп, стрелялся, ушел, там это все. Ну, а потом, когда, получается, был случай, они хотели перейти, ну, они разминировали одну тропинку, ну, это мы работали с одной армией, не буду говорить какой, но хорошая армия, ничего не буду говорить, и они проспали, получается, и тропинку разминировали. И вот когда они шли, получается, наша очередь заступать, и мы видим то, что они переходят, ну, уничтожение было, короче, ДРГшников. Это, кажется, ДРГ была. Самая там какая-то элитная, короче, ДРГ. Мы просто не растерялись, ну и сделали, короче, свое дело, уничтожили их. Но позже ощущения линии фронта стерлись. Все чаще в небе стали появляться дроны. Не всегда было понятно, чей беспилотник над тобой завис. Да и эффективно бороться с ними с помощью автомата Калашникова было сложно. И получается открытая местность. И вот эта открытая местность длилась, ну,
300 метров. Ее надо было просто бежать. Я до того устал, ну, мне надо было за водой идти. Я с водой иду обратно и просто вижу, ну, вот надо мной стоит. Ну, просто дрон. А я понимаю, что я не смогу даже, ну, взять автомат. Я с автоматом все. Я просто с водой стоял так вот. И я не понял просто, чей это дрон. Ну, растерялся, думаю, все, ну, эти бутылки упали, получается, у меня. Только, ну, хотел только, думаю, я потом смотрю, дрон разворачиваю и уходит. А такое облегчение, я тогда понял, что я могу, оказывается, бегать лучше Усейн Болта. Я тогда взял эти бутылки с водой, давай бежать, короче, туда. Ну все, добежал, пацанам рассказываю, они смеются, говорят, успокойся. Тогда была такая система, что один человек — это не приоритетная цель была. Они тогда не скидывали, ну ничего. Тебе повезло, что ты один был. Либо 2-3 человека, да, а я прям реально вот так стоял, я думаю, всем богам молился, которые есть. Я потом что думал, что я не успею. В любом случае, я бы не успел, даже если там пока поднял, уже бы скинули. Все. А я вижу, что он заряжен, вот он. ВОК, вот он, прям вообще, видно его. Он развернулся, ушел. Не единожды Василий был в прямом смысле слова в шаге от смерти. Но всегда какая-то неведомая сила отводила вражеский боеприпас. 2 пацанов ранило, и надо было их вытащить, получается, ну, с лесополки. Ну, до этого приказ приходит, все, это лесополка ваша, вы просто заходите туда, забираете пацанов, все. А мы работали совместно тоже с армией, короче, с одной там, все. Ну и все. Все, договорились, действию, как будем действовать, все. И в итоге, короче, вот мы поворачиваемся, на нас 10 человек, наша группа спецназа осталась. Ну что, задача должна быть выполнена, получается. Ну и все, мы пошли в это время, когда шли через лесополку, по нам начали с АГС, со всех, что есть минометов, со всего этого. Не дали дойти до пацанов, получается. Возле, ну, там, ручей протекал такой небольшой, и я чувствую, ну, как будто кто-то меня толкнул в этот ручей. Ну, серьезно, я просто хоп в этот ручей падаю. Просто вижу, что передо мной бежал парнишка. Ну, сказать честно, ему 21 год было. Пыль одна осталась от него. А меня просто ручей спас. Просто я в ручей прыгнул, и все. Ну, оглушило, короче, жестко. Недалеко, короче, от меня 152-ка упала. Ну, ничего страшного, короче, было. Контузию чуть-чуть получил. Ну, в итоге потом вытащили. Вытащили парней, получается, которые тоже долго, 2 дня ждали, чтобы их вытащили. Вытащили все равно. Я вышел с блиндажа, начал, а я из группы был самый большой, самый, ну, здоровый. И что-то слышу свист. А мы работали с калининградскими морпехами. Ну, морская пехота калининградская была. Ну и получается это. Что-то раз меня парнишка подбегает и ложись, типа. Я раз лег. Что такое? По тебе, говорит, пристрелка идет. Я не в понятках. Какая пристрелка? Ты что, о чем говоришь? Ну, подожди, все. Ну, в блиндаж зашли. Говорит, из блиндажа не выходи, потому что ты самый большой, короче, походу по тебе пристрелка. А я-то не понимал, что такое пристрелка, кто что. Ну, ладно, что, из блиндажа не выхожу. И это. Смотрю, пацаны собираются, масхалаты одевают, винтовки берут. И через 2 дня приходят, приносят мне, получается, этот шеврон. На, говорит, это тебе. Я говорю, это что такое? Смотрю, флаг финский. И рассказывают, что там была девчонка. Женщина была просто-напросто. А они просто шутка сказали, да, походу понравился. И все из-за этого пристреливали по тебе. Я говорю, ничего себе. Финские снайперы не единственные наемники на службе ВСУ. Бывало, что несколько недель в радиоперехватах не было слышно украинской речи. Один раз подразделение Василия вступило в бой с запрещенным в России батальоном «Айдар». Вроде бы и украинцы, а оказалось наемники. Там все наемники были. Страна, вы знаете, ну, про страну я говорить не буду, какая там страна, но ни одного украинца там не было среди них. Да. Тоже координаты дали, получается, все, пацаны, блиндаж надо зачистить, там легендарный. А мы флаг увидели, у них же там на флаге там своя же у них эта эмблема, короче, Айдар, пацаны. Ну все были готовы, то, что в любом случае будет жесткая стрелкотня, жесткий бой. Ну и в итоге зашли, задачу выполнили. Потом заходим, а там ни одного, получается, украинца нету. Ни одного, ну, все наемники. Каждый второй ссылается, якобы повар, якобы только что приехали, якобы еще что-то там. Якобы я вообще не должен быть находиться, меня заставили. Ну, такие. За годы службы в зоне СВО Василий не потерял чувство страха. Именно оно заставляет бойцов все время быть в тонусе, вне зависимости от того, где ты находишься, на поле боя или далеко от красной зоны среди мирных жителей. Честно, вообще, у нас даже приказ такой был, лучше с ними в контакт не вступать.
Потому что мы же не знаем, кто он, что. Они же тоже красиво могут работать. Откуда я знаю, кто перед... Может, он ДРГшник переодет, стоит и всю информацию узнает. Были случаи, что всякие бабушки с пирожками приходили. Ну, это до нас еще пацаны рассказывали. Травили пацанов наших. Вроде бы бабушка такая, мы же русский народ. Бабушек всегда же уважаем, там, давай покушайте, все. Кушали, травили. То, что у нее сын погиб. Ну, сын за страну Украины воевал, погиб. Она в итоге решила потравить всех. Дедушка с маленьким мальчиком телефон подлаживали под машины, когда колонны стояли. То же самое. Поэтому был приказ лучше с ними не разговаривать, в контакт не вступать. Все. Бывали у спецназа и передышки. Когда подразделение отдыхало от выполнения боевых задач, Василий свободное время решил провести с пользой. Он стал одним из участников федеральной программы подготовки управленцев «Время героев». Прошел обучение, получил свидетельство о повышении квалификации, ранг Хиггса, «Время героев», все. Вообще в интернете увидел то, что «Время героев», все. У нас же, когда, получается, мы же с задач приходим, мы же, далеко-далеко же от линии соприкосновенности. У нас там, жит-быт есть. В общем, и интернет, и все. В телефоне раз, «Время героев». А почему бы не попробовать дистанционно? Думаю, дай-ка. Подал заявку, прошел 2 этапа, и все, и потом «Время героев» прошел. Обучение административной работе пришлось как раз кстати. Василий завершил выполнение контракта, вскоре он отправился в родную республику. Во-первых, возвращение сюда произошло много всяких причин. Сперва дочка инвалидность признали у дочки старшую инвалидность. Потом 4 апреля родной брат младший погиб, получается. Тоже в зоне специальной военной операции. Затем, по закону же, получается, сейчас есть закон такой, что одного, кто погибает у тебя из родных, возвращают либо на родину, либо в часть. Меня сперва в часть вернули, а потом, так получилось, что я вернулся сюда, в Якутию, в родной город Якутск, и устроился на работу в пункт отбора. Перевелся на пункт отбора по контракту. Сейчас, где в данное время прохожу службу. На возвращение к мирной жизни требовалось время. Как и большинству участников СВО, сперва ему было не по себе. То тут, то там что-нибудь напоминало о боевых действиях. Честно, да. Даже, допустим, какой-то мотоцикл едет просто на улице, а он же похож звук на дрон. Сразу хоп-хоп-хоп, выйдешь на улицу, смотришь. Привычка остается все равно в любом случае. Или на улице идешь, что-то звонит, сразу хоп-хоп по сторонам. Оберегаешь. Может, что-то реально летит. Кроме основной работы, Василий занимается общественной деятельностью, старается помочь семьям участников СВО. Сегодня они заслуживают повышенного внимания. Бывает изначально негатив, потом начинаешь говорить, что я тоже там был и понимаю, тоже под пулями ходил, под смертью, так все. Пересмысливать. Я говорю, война без потерь все равно не бывает. Может, вашему мужу, допустим, не повезло, или сыну не повезло. Это в любом случае. Но мы-то готовы все равно помогать, если что-то нужно. Я всегда даю номер телефона, всегда, допустим, ночью, полночи, Василий Геннадьевич, что-то спросит, допустим, можете сделать? Да не вопрос. Если это в моих силах, я всегда делаю, всегда помогаю. Просто есть много людей, открою небольшой секрет, я в свое время тоже всегда много груз-200 привозил. Сопровождение груза 200. И многие семьи, которые я привозил, просто сдружились, можно сказать. Жены, матеря, получается, даже случай был, в Бергедисях привез. Она жена, получается, у нее осталась только дочка, и помочь некому. Дрова наколоть то же самое. Собрал народ, который там есть, дрова накололи, помогли, все. Есть у Василия личное желание после победы приехать на отдых в Мариуполь, в освобождении которого он также участвовал, пройтись по местам боевой славы. Приеду туда, своим дочкам покажу, где я был, допустим, что я видел, где что находился. Но это же уже после войны будет в любом случае. Хоть и опасно ехать, но все равно покажу, это история. В любом случае, история для моей семьи, для моих детей, для будущего истории. В любом случае, допустим, дочкам показал, они в свое время выросли, в школе рассказали. Мы были в Мариуполе, папа мне показал, допустим, то место, где, допустим, были сражения, где он непосредственно участвовал. Это же тоже, это все дети должны знать. Как получается. Все равно историю должны знать. Настоящую историю, которая есть. Сегодня Василий смотрит на жизнь иначе. Любой человек, который провел время в окопах, меняется. Под обстрелами и бомбежками происходит переосмысление ценностей. Ценить, любить жизнь начал. И семью.
очень сильно. Я понимаю, что если не я, то никто не будет их любить так, как люблю ее я. Родителей своих, жену, детей. Только так. Плюс еще после того, как младший брат погиб родной, я считаю, что мое место здесь. Честно сказать, я изначально думал, что я вообще не справлюсь. Вообще не справлюсь с этой спецоперацией. То, что я там 2 года быть, я думаю, вообще для меня это, хоть я и подготовлен был, там, в ВДВ служил, но все равно думал, нет. Посчитал, что... По первости думал, это не мое, куда я вообще приехал, а потом привык, да, я понял, что это мое. Меня даже отпускать не хотели с части, когда я в часть приехал. Предлагали, может, инструктором будешь, останешься инструктором, здесь обучать пополнение молодое, там все. Опыт же у тебя есть хороший, боевой. Так сложилось, что я лучше вернусь сюда, потому что здесь нужен семье, дочке, которая сейчас реабилитацию должна проходить, по инвалидности, все. Лучше здесь своим помогать. И если скажут завтра поехать, приказ будет, поеду в любом случае. А пока Василий продолжает работать. Сейчас спецназовец помогает нуждающимся, учится и воплощает свои мечты. Россия будет в любом случае постоянно расширяться, еще все новое и новое будет в России происходить. Новые территории освоены будут, благоустройство, это все сделается, все отлично будет. И я себя вижу в дальнейшем в нужной республике. Честно открою секрет, в политику хочу уйти. Потому что как участник специальной военной операции я тоже много проблем людей знаю и должен помогать тем, кто действительно нуждается в этом. Особенно семьи, которые потеряли мужей, сыновей, детей, получается. Всегда должна быть поддержка любому участнику специальной военной операции.